Первый голод утолили уже? Можно отвлечь минуты на 3. Добрый вечер. Мы начали наше сегодняшнее торжество, посвященное встрече нового 2013 года, ставшей уже традиционной встречей в Апельсине. Подавляющее большинство из присутствующих, наверное, было в прошлые годы, на прошлых мероприятиях у нас здесь. А кого не было, кто еще не был здесь, так милости просим. Мы считаем два праздника, которые мы праздновали на нашей доисторической родине, а именно Новый год и 8 марта, обязательными для празднования членами нашей общины и здесь, в Израиле. Потому что это те праздники, которые выражают наше душевное тепло, наши отношения друг к другу и наши пожелания на следующий год. Поэтому и в этот раз, как и в прошлые годы, как и в будущие годы, мы празднуем эти торжества. Я хотел бы пожелать всем присутствующим хорошего Нового года. Надеюсь, в следующем году нам не будут обещать конца света, поэтому год пройдет более-менее так спокойненько, без особых, так сказать, потрясений. Войну мы в этом году прошли, поэтому тоже на ближайшие 4 года у нас будет все тихо, наверное, как это принято в Израиле. Раз в 4 года небольшая военная операция, а потом спокойно. Мы надеемся, что вы получите сегодня удовольствие от сегодняшнего вечера. Мы надеемся видеть вас 8 марта и так в течение долгих лет, которые перед нами. Я хотел бы выразить благодарность всем тем, которые приняли участие в подготовке нашего сегодняшнего мероприятия. Это известная вам, вот стоит тут наша уважаемая Медея, другие люди, которые занимались этой подготовкой. Поверьте мне, это не так просто соединить всех, рассадить, собрать, но мы очень рады, что нам удается это сделать, потому что мы таким образом доставляем удовольствие вам, а для нас это очень важно. Еще раз поздравляю всех с праздником, желаю всего хорошего, хорошего Нового года. И, пользуясь случаем, хотел бы пригласить мэра города, господина Авиэль Капца, который счел необходимым посетить нас сегодня и поздравить вас с наступающим праздником. Прошу вас. Добрый вечер, ערב טוב לכולם. צריך תרגום כשמדברים או שאפשר בעברית? צריך, בסדר גמור. אז בואי, הנה. ערב טוב לכולם. אנחנו תמיד מחפשים סיבה למסיבה. וזה מאוד יפה שלנו, העם היהודי, יש את ראש השנה, שהוא ראש השנה העברי, ואפשר לחגוג כמובן גם את ראש השנה הלועזי, וכך אנחנו מרוויחים פעמיים בשנה, שנה טובה. Наш народ всегда ищет причину для празднования и для радости. Поэтому большое счастье, что у нас есть возможность дважды отметить Новый год. Однажды это еврейский Новый год, который отмечает весь еврейский народ. И, конечно, наш европейский календарный Новый год, который действительно для нас представляет большую-большую ценность. סגן ראש העיר דוקטור בוריס יודיס וצוות הלשכה שלו ביחד עם מדיה עושים עבודה נהדרת בתחום התרבות, ואני מאוד שמח לראות שאתם שהגעתם מחבר העמים, שוחרי תרבות, נהנים מהפעילות התרבותית הענפה שנעשית אצלנו, אם זה בקונסרבטוריון, ואם זה בחגיגות האלה שאנחנו נפגשים כאן ושומרים על המסורת. ובכלל אני חושב שיש הרבה מאוד דברים יפים שאפשר לראות וליהנות בהם בחיי התרבות בעיר עפולה, ואין ספק שאתם חלק מהפסיפס התרבותי הקהילתי של העיר שלנו, והצוות המוביל עושה עבודה נהדרת, וצריך להגיד להם הרבה מאוד תודה рба. Большое спасибо, Али говорит, заместителю мэра города и всем сотрудникам и Медеи, всем, кто действительно помог организовать сегодняшний вечер, как и многие другие. Он говорит о том, насколько важно, что все мы и представляем собой тот важный пласт и то большое влияние на культуру, которая проходит, культуру нашего города. Спасибо большое за то, что вы действительно делаете все для того, чтобы жизнь наша культурная была лучше. הבנתי שכבר סיפרו לכם שבעוד כחודשיים אנחנו ניפגש ביום האישה הבינלאומי, ויום האישה הבינלאומי זה לא רק לאישה, זה לכל המשפחה, אז אפשר להביא גם את הבעלים וגם את הילדים וגם את הנכדים. כמו שראש השנה הוא החג של כל המשפחה וכולם נפגשים ביחד, אנחנו מאוד מאמינים בעניין הזה של הנה מה טוב ומה נעים, שבט אחים ביחד, גם יחד, ואנחנו מאחלים לכם שתמיד תשבו ביחד ותהנו מהפעילות שלנו.
Я уже слышала о том, что через 2 месяца у нас будет опять причина для празднования 8 марта, Международного женского дня. И очень важно, чтобы мы опять встретились с семьей. Он говорит, это не только день женский, конечно, это день семьи, так же, как и Новый год. И очень приятно будет видеть вместе жен, мужей и всех празднующих этот праздник. На иврите говорят «Инма тома наим». Нам очень приятно быть вместе с семьей, близкими и только в радости. לקראת השנה החדשה, אנחנו אומרים בעברית, תכלה שנה וקילותיה, תחל שנה וברכותיה. והבנתי שגם ברוסית יש לזה פתגמים שמתאימים, אני לא מכיר את הפתגם הזה, אבל אינה בטח תגיד אותו יותר טוב ממני, אז אני באמת מאחל לכם שהשנה החדשה תהיה הרבה יותר טובה מהשנה הקודמת ושיהיו בה רק דברים טובים. У нас такая традиция среди нас каждый конец года немножко так останавливаться и смотреть на то хорошее, что произошло в этом году, и, может быть, на менее хорошее, что было в этом году. Ави сказал, это специально еврейское, такое израильское предложение, я не могу его точно перевести, но в одном только одно. Ави говорит о том, чтобы действительно все только хорошее перешло в следующий год, и чтобы только хорошее осталось для того, чтобы в следующем году было еще лучше. ולסיום, איך אפשר בלי לדבר בשפה? Ja хочу поздравить всех с Новым годом и пожелать вам много здоровья и успеха. Я желаю всем приятного вечера. Ну вы все поняли? Под конец все было понятно? Уважаемые друзья, мы желаем вам хорошего вечера. Я единственное допустил оплошность, я сравнил сегодняшнее мероприятие с прошлогодним, но не обратил внимания на одну деталь. Сегодня мы находимся в зале «Апельсин» с совершенно новым музыкальным составом, который, в отличие от предыдущего, куда более эффективный, куда более интересный. И мы желаем, конечно же, и новому составу всего самого хорошего в нашем «Апельсине». Надеемся увидеть их и дальше на наших мероприятиях. А вам еще раз всего хорошего и с Новым годом!